Этот фильм рассказывает о мерах по предупреждению, лечению и профилактике птичьего гриппа и других зоонозных заболеваний. Рекомендуется как пособие для всех, кто хочет избежать опасных инфекционных болезней. Издревле человеку приходилось сталкиваться с различными трудностями. Природные стихии, войны и голод были вечными спутниками его жизни. Человечество, кроме того, страдало от различных заразных заболеваний. Еще в XIV веке начавшаяся в Азии эпидемия бубонной чумы унесла в Европе жизни 34 миллионов человек. А в XX веке в результате нескольких пандемий гриппа счет смертельных случаев уже шел на сотни миллионов. По мнению ученых, заражение этим видом гриппа происходило от птиц. История человечества знает очень много пандемий. Пандемия – это когда фактически поражается не одна страна, а многие страны мира. Пандемии гриппа. То есть, и при этом была очень высокая летальность, очень много людей погибало. Вы знаете, испанский грипп так называемый, гонконгский грипп потом был, значит, русский грипп так называемый, тоже 70-е годы. И каждая пандемия сопровождалась появлением нового генетического варианта вируса гриппа А. Современные достижения медицины позволяют предупреждать и успешно лечить многие болезни. Однако у специалистов до сих пор вызывают опасения такие заразные заболевания, как сибирская язва, ящур, бешенство, птичий грипп и бруцеллез. Эти зоонозные заболевания можно встретить во всем мире. Главная опасность заключается в скорости их распространения среди сельскохозяйственных животных. Болезни снижают продуктивность скота. Плод погибает уже в утробе, вызывая и смерть самого животного. Зоонозные инфекции порождают социальные проблемы, поскольку ими и заражаются и люди. Сибирская язва считается особо опасной инфекцией. Она поражает все виды животных, а также человека. Болезнь вызывается болезнетворными бактериями и протекает очень тяжело. Известны две формы, которые поражают кожу и внутренние органы. Жем-чөп менен кирсе, бул ошо ашказан ичегин биринчи жабыркатат. Кишечная форма болезни у животного поражает органы пищеварения, начинается внутреннее кровоизлияние. При кожной форме болезни чаще поражает шкура. Если на ней есть ранки, ссадины, появляются карбункулы. Животное обычно погибает без лечения. Инфекция передается при забое больного животного. Разделке туш, если человек, не зная точных причин, не обращается к специалистам. Если на какой-либо территории происходит вспышка сибирской язвы, ветеринарный инспектор района должен срочно принять соответствующие меры. Как только у животного проявляются признаки заболевания, объявляется карантин для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Болезнь развивается очень быстро. Если вовремя не начать лечение животных, может случиться летальный исход. Карантин 30 күнгө коюлат. Эч бир малдын кыймылы болбош керек. Карантин объявляется на 30 дней. В течение этого периода не допускается перемещение животных. В село, где введен специальный режим, скот не ввозится. Он также не вывозится из карантинной территории. Помимо этого, прекращается ввоз и вывоз кормов. Проводится вынужденная вакцинация животных, даже если до этого они прививались. В районе, где произошла вспышка сибирской язвы, проводится вакцинация населения, которое имеет контакты с животными. Режим карантина снимают после выздоровления животных. Павший скот уничтожают на месте гибели. На месте, где пало животное, роется яма глубиной примерно 2 метра, где тушу сжигают, закапывают, затем обеззараживают землю. Территорию захоронений дезинфицируют и огораживают железным забором. Вывешивается табличка с информацией о причине падежа животного, о запрете нахождения и выпаса скота вблизи огороженной территории. Возбудители сибирской язвы в Центральной Азии присутствуют постоянно. Только на территории Кыргызстана известно 1226 очагов болезни. Несмотря на запрет, имеются факты постройки домов вокруг этих очагов. В связи с этим места захоронения больных животных взяты под государственный надзор и регулярно дезинфицируются.
В год 2 раза проводится дезинфекция зараженной территории, поскольку существует опасная вероятность того, что палочка сибирской язвы выйдет наружу. Для проведения анализов берем пробы почвы после обеззараживания, затем повторяем обработку. Эгерде ошол жер кыртысында сакталып жатып, кандайдыр бир жагымдуу шарт түзүлө калган болсо, Находящиеся под слоем земли бактерии и болезни при благоприятных условиях переходят в вегетативную форму, размножаются, а затем переходят в форму споры, вследствие чего увеличивается время их существования. алардын жашоо турмушу да дээрлик мезгилге чейин узарып кетиши мүмкүн. Ящур – особо опасная болезнь. Она быстро распространяется среди животных и поражает все виды парнокопытных. Существуют разновидности болезней – О, А, С, САД-1, САД-2, САД-3, Азия-1 и другие. Болезнь передается в основном воздушно-капельным путем, а также через корм. Когда животное заражается, у него во рту и на языке появляются язвы, поражаются сердце, копыта, а также слюнные железы. Биринчиден малдын продуктивности алды болот. Во-первых, снижается продуктивность скота. Дойные коровы начинают давать меньше молока. Стельные животные теряют плод. Ослабленный скот, молодняк могут погибнуть. Sütü azayıp продуктивность состоит. При ящуре температура тела больного животного поднимается до 40 градусов. Животное ослабевает, перестает есть. Инкубационный период болезни составляет 7 дней, иногда доходит до 21 дня. При выявлении очага болезни в течение суток должен быть объявлен карантин. Нужно сразу же изолировать домохозяйство, объявить карантин. Нельзя выпускать больных животных, употреблять их молоко и мясо. Если животное не было привито, необходимо провести вакцинацию. А если вакцинированный скот заразился вирусами другого штамма, необходимо провести лечебно-профилактические мероприятия. Известно, что главный источник болезни – инфицированные животные. Если его не изолировать, то оно становится причиной быстрого распространения заболевания. Все окружение – пастбища, дворы, вода – будут заражены. Поэтому больных животных нужно срочно изолировать и обеспечить хороший уход. При лечении ящура и для предупреждения осложнений применяются различные антибиотики и средства дезинфекции. Все пораженные места животного необходимо тщательно и регулярно обрабатывать. Во время карантина территория дворов и кошар, навоз и корм обрабатываются обеззараживающими средствами. А для профилактики ящура эффективной считается прививка животного на имеющуюся разновидность вируса. Вакцинацию животных против ящура нужно проводить каждый год. Самая лучшая вакцина способна выработать иммунитет у 90% привитых животных, что означает, в следующем году они не будут подвержены болезни. Карантин по ящуру снимают на 21-й день после того, как будет вылечено последнее животное. Ящуром заражаются и люди, поэтому рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования. Одно из опаснейших зоонозных заболеваний, которого опасаются люди – бешенство. Этой болезни подвержены все теплокровные существа. Все, и люди, и животные, зараженные вирусом бешенства, когда появляются первые симптомы болезни, теряют контроль над собой, становятся агрессивными и нападают на все живое. Этот вирус мы называем нейротропным. Рhabдовирус поражает именно нервные клетки и приводит к летальному исходу, будь то человек или животное. Вирус бешенства всегда существует в природе. Основные переносчики инфекции – волки, гиены, лисы. И то, что хищники нападают на скот, представляет угрозу и для человека, потому что непривитое животное, заразившись, может напасть на человека и заразить его. Ошол жаракатка
При укусе вирус, который содержится в слюне, попадает в рану. Вирус перемещается по нервным стволам и поражает нервную систему, доходит до головного мозга. Человек, заболев бешенством, уже не выздоравливает. Самое лучшее средство борьбы с бешенством – профилактика. Для этого домашние собаки, кошки должны регулярно проходить осмотр врача-ветеринара. Каждый год необходимо проводить вакцинацию. Непривитых животных лучше не содержать дома и не допускать контакта с домашними животными. Көбінесе иттерден жоғатады. Әрбір адам өздеріне асырап ит баққан соң, аларында дей соны көп қарабай. В основном бешенством люди заражаются от своих собак. Многие не следят за здоровьем своего питомца, не вакцинируют, не ставят на учет к ветеринару. В общем, относятся халатно. Құтырмадан адамдар тилекке қарсы өлімге душар болып жатады. Если на какой-либо территории зафиксированы случаи заболевания бешенством, вводятся ограничения для предотвращения его дальнейшего распространения. Если животное здоровое, проводятся прививки. Больных и подозрительных необходимо уничтожить. Люди, подвергшиеся нападению больных животных, должны обратиться за медицинской помощью. Гамма-глобин менен эмди неме болот да, сайлат адамдарга. Ошентип алдын алып калбаса, анан кээде В случае заболевания бешенством человеку вводят гамма-глобулин. Если этого не сделать, то после проявления клинических признаков наступает смерть. Именно поэтому от этой болезни ежегодно у нас умирает 5-6 человек. Жыл сайын биздин республикада 5-6 адам чыгым болуп турат кутурмадан. Важно объяснить людям, как правильно вести себя в момент опасности. Если человек поймет, что бешенство заканчивается летальным исходом, он будет бережнее относиться к своему здоровью и думать о своевременном получении прививок. Недостаточная информированность приводит к многим проблемам. Так, незнание людей о зоонозных заболеваниях создает угрозу их здоровью. В качестве примера можно назвать распространение случаев заболевания бруцеллезом среди населения. Өзгөчө муун жана жыныс органдары жабыркайт. Бруцеллез особенно поражает суставы и половые органы, образуя опухоли и может привести к инвалидности, а молодые мужчины и женщины становятся бесплодными. Бруцеллезом болеют все виды домашнего скота. Особенно опасен он для маточного поголовья. Иногда из-за болезней животных в хозяйстве теряется около 50-60% возможного приплода. Фермеры часто заражаются бруцеллезом в период окота животных. Иногда были и такие случаи. В одном селе за сезон были заражены бруцеллезом 54 человека. Человек во время работы с животными должен надевать перчатки и халат и снимать перед заходом в дом. Рабочую одежду нужно хранить в отдельном месте. Затем тщательно с мылом вымыть руки. Нельзя допускать маленьких детей к животным. В группу риска входят скотоводы, специалисты по ветеринарии и заготовители шкур. Поэтому они должны строго соблюдать меры безопасности во время работы. Бруцеллез также передается человеку через зараженные продукты питания. Молоко, мясо нужно покупать только на базаре. На рынок мясомолочная продукция поступает после проверки врачей. Нельзя употреблять молоко, которое продается на улице. Не надо покупать мясо на улице, если отсутствуют документы о санитарной проверке. У больного бруцеллезом человека поражаются все органы, и окончательно излечиться от недуга невозможно, потому что лекарство, полностью излечивающее эту болезнь, еще не создано. Поэтому важное значение приобретает профилактика. Если выявлены симптомы болезни у скота, срочно сообщите об этом в ветеринарную службу. Коров и овец необходимо регулярно проверять на бруцеллез. Для проведения анализа берутся образцы крови. Если болезнь обнаружена, то скот необходимо забить, а мясо сдать на промышленную переработку. Профилактика бруцеллеза основана на точном выполнении ветеринарно-санитарных правил.
Проведение ежегодной прививки также содействует укреплению иммунитета у домашних животных. По словам специалистов, возбудители инфекционных болезней со временем мутируют и могут в благоприятных для них условиях вызвать эпидемию. Одним из таких заболеваний является птичий грипп. Эта высокопатогенная и тяжело протекающая болезнь вызывает озабоченность во всем мире. Основными переносчиками вируса являются дикие перелетные птицы, что представляет опасность для животных и человека. Птичий грипп – это грипп, который циркулирует в природе у птиц. В основном это водоплавающие птицы. Вот. И у птиц циркулирует очень большой диапазон различных вирусов. Это не только H5N1, который широко известен в мире, но это и H7, H9, это различные генетические варианты. И данные вирусы, циркулируя в природе, если человек имеет контакт с птицей, то возможно возникновение случаев птичьего гриппа у человека. За всю историю человечество пережило 126 эпидемий и пандемий гриппа. Из них разновидность H1N1 в 18 году прошлого века унесла жизни более 100 миллионов человек. А гриппом 1957 года заболело более 2 миллиардов человек. Специалисты опасаются, что на сегодня существует опасность пандемии гриппа штамма H5N1. Во время возникновения эпидемических подъемов происходит резкое изменение генетического кода вируса. Вирус резко меняет свою характеристику, у населения нет иммунитета к данному вирусу, поэтому возникает случай заболевания с передачей от человека к человеку и, соответственно, возникает эпидемия. Когда возникает пандемия, на местах организуются специальные комиссии. В качестве первоочередной меры уничтожаются больные и зараженные птицы. Это считается самым верным способом воспрепятствовать распространению болезни. Для бескровного уничтожения птицы выполнять манипуляцию должен специалист. Канаттуулардын баарын кырганан ал жерлердин баарын залалсыздандырыш керек. Баягы жаңы канаттуулар киргизиш үчүн баары жок алардын. После уничтожения больной птицы нужно дезинфицировать всю территорию, места содержания, корм, подготовить место для завоза здоровой птицы. Птичий грипп, которого так боятся люди, заражает в первую очередь домашних птиц. Заболевают все виды пернатых. Но при надлежащем уходе, соблюдении ветеринарных требований, опасность заражения можно уменьшить. Если это птицефабрика, то не следует выпускать птиц на улицу. Они должны находиться внутри помещения. Если нет контакта с дикими птицами, заболевания не будет. В Кыргызской республиканской клинической больнице в отделении заразных заболеваний подготовлены специальные изоляторы. Здесь в случае наступления пандемии будут проходить лечение заразившиеся люди. Это сделано в рамках проекта по контролю птичьего гриппа и подготовленности и противодействию пандемии. Больные напрямую поступят сюда. Никаких контактов с другими людьми, даже с тем же диагнозом. Подход индивидуальный. Здесь уже пролечились от обычного гриппа 36 человек, опасавшиеся птичьего гриппа. В зонах, где карантинный режим закончился, проводятся работы по ликвидации последствий пандемии. Восстанавливаются хозяйства, создаются необходимые условия для их дальнейшего функционирования, выплачиваются компенсации и организуется обычная жизнедеятельность. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, из 5 миллионов человек нашего населения могут заболеть 1,5 миллиона. Из них 30% в тяжелой форме с необходимостью госпитализации. Сами посчитайте, какие затраты, и все нужно будет восстановить. В Кыргызстане около 400 видов птиц находится. Вот из этих 400 сейчас, скажем, где-то 100 видов оседлые. Наши птицы зимой по всему Евразийскому континенту, и часть туда улетает в Африку. Единственное, только они не летают в Америку и в Австралию, скажем. Кыргызстан стоит на перепутье миграционных маршрутов диких птиц. На водохранилище Ала-Арча Чуйской долины каждый год слетаются стаи бакланов серых цапель, чтобы свить гнезда. Кыргызские ученые ведут наблюдение за движением птиц.
А так как водные птицы являются носителями вируса птичьего гриппа, берутся образцы для исследований. Вот взять мазок уже. Потом мы вот эту вот транспортную среду, хранится в транспортной среде. Полученные образцы в специальных контейнерах отправляют в специализированные ветеринарные лаборатории для анализа. По словам специалистов, выделенные штаммы вирусов используются в научных работах по исследованию птичьего гриппа. В борьбе против зоонозных заразных болезней большую роль играют коммуникационные связи. Они позволяют распространять среди населения важную информацию о различных заболеваниях и о способах их предупреждения. Сначала нужно вести разъяснительную работу среди населения, распространять раздаточные информационные материалы о болезнях, задействовать радио, газеты, телевидение для просвещения народа о мерах профилактики и предосторожности. В настоящее время эпизоотическая ситуация в мире оценивается как неблагополучная. Поэтому правительство Кыргызстана усилило ветеринарный надзор и запретило ввоз мяса птицы из стран, где были вспышки птичьего гриппа. А принятый национальный план по противодействию птичьему гриппу и программа по профилактике зоонозных заболеваний должны способствовать защите населения от болезней.